Это редакция новостей. Заходите, заходите сюда. Да, вот у нас шеф-редактор, малышка Наталья, да. Это Искендер, который ведет у нас. Смавеле. Там у нас должны быть начиточные, мы еще их не сделали начиточных. Привет, привет. Сколько людей в коллективе? У нас 156 человек уже работает. 156 человек? Да, но это меньше, чем в Кремле, нет? Не Всех вместе. Все здесь находятся? Нет, все в разных местах. Идемте покажу. Так. Да, здесь у нас финансовая служба, идемте. Вот у нас продюсер телеканала, вот знакомьтесь, вот он. Всем доброе утро! Да, ну Кристину Бондаренко представлять не надо, вы ее и так знаете, да. Именинник можете поздравить. Да, да. Он родился 8 марта. Все выдающиеся мужчины рождаются 8 марта, кстати. Да, это наши стилисты, вот Зера, с Заримой познакомьтесь. Это вот весь стиль телеканала, как бы вот это от них зависит, да, все они. Понятно. Вот я же спрашивала вас про образ ваш для ведущего ток-шоу. Вот Образ, да, абсолютно точно они, да, они без конца им занимаются, они еще усовершенствуют и усовершенствуют его. Вот. Идемте, я вам покажу одну штуку, которую мы недавно сделали. Ну, здесь наша кухня. Аккуратно, аккуратно, держитесь. Вот здесь дубляжная. Идемте. Сейчас. Это мультики мы дублируем на крымско-татарский язык. От них процесс идет. Они сейчас дублируют мультфильмы на крымско-татарский язык. Раньше у нас их 4 было в Крыму. Мы сейчас воссоздали только одну здесь, и вот сейчас еще 2 там будем делать. Это дубляжные, мы постоянно перевод на крымско-татарский язык. И это очень важно, потому что мы все-таки крымско-татарское телевидение. Мы обязаны это делать, мы теряем язык, нам нужно обязательно это делать. И благодаря тому, что вот это вот мы делаем, мы возрождаем его. У нас уже есть дети, которые учат родителей говорить на крымско-татарском языке. Благодаря телеканалу «Лале». Потому что у нас есть «Лале», который 100% говорит на крымско-татарском языке. В вещании АТР какая часть вещания на крымско-татарском языке, на русском и на украинском? Мы сейчас делаем порядка 50% на крымско-татарском, и 30% на украинском, и 20% на русском языке. Вот так у нас сейчас такой вот. А по финансированию, собственно, это уже 3-й год, получается, когда АТР получает второй год, когда от госбюджета? Второй год. На что потрачены государственные деньги? Вот идет сейчас как раз процесс, видите, да? Вот это студия, да, это студия. Вот плей-аут, идемте сюда, посмотрите. Это плей-аут. Вот, видите, вот сейчас вот 2 телеканала, видите, вот «Лале» там тоже. Вот мы только позволили себе, вот, чтобы у нас был собственный плей-аут, вот запустили, вот видите, вот все, телеканал. Потому что часть мы привезли с Крыма, везли в гравии под грузовиками, тащили его сюда. Часть, а часть, естественно, там осталась арестованная. Вот здесь уже, идемте покажу эфирку вам еще. А ток-шоу где проходит? А ток-шоу в отдельном помещении. Кажется, что вы в курсе всех процессов. Как устроено телевидение, вы знаете, наверное, от А до Я. Да, вот другого варианта здесь нет. Я вам приветствую. Вот, кстати, Рома Спиридонов, он тоже, мы с ним вместе вдвоем террористы. Да, кстати, или нет? Да, потому что он тоже террорист, потому что он как журналист, ему его подбросили тебе изготовление гранат в Крыму. Он тоже сотрудник АТР, который еще был в бытность, когда еще до аннексии. Хотя вот он никакого отношения к исляму его самому не имел, но его тоже сделали террористом. И вот он здесь находится с нами. Вот это вот та частица, которая нас всех до аннексии связывала. Идем сюда. У нас здесь режиссеры. Да, привет. Здесь Крым Реалии хотят сделать шпионское видео о вас всех. Кто здесь работает? Идем. Вот у нас радиостанция, которая работает вот на оккупированный Крым. Причем вещаем пока с той вышки, которую захватили сами на границе, потому что она была брошенная. Это или Киевстар, или МТС, не знаю. Вот мы там поставили передатчик и вещаем на Крым. Киевстар. А как это вы захватили? Мы просто взяли ее, поставили там передатчик. Другого варианта у нас не было. Поставили, подсоединили, все, и вещаем. Я слышала, что вы хотите в Киеве вещать. Хотим, чтобы в Киеве вещать. Посмотрим, насколько надсовет. Нам нужна точка безубыточности, чтобы мы могли хоть какой-то рекламный бюджет иметь. Ну, радиостанция не может быть бизнесовой сейчас. Тем более она вещает на Крым. Каким образом мы можем это монетизировать? Каким образом? Вот пока выходим из ситуации то, что мы хотим какие-то точки еще роста найти другие, в том числе на материке. Русские сделали Ватан Сесы, такой российский аналог Мейдана. И они сделали передатчики по всему Крыму. Там тоже кухня. Здесь у нас бухгалтерия. Ну вот у нас здесь операторская. Вот у нас, да. Здесь у нас такой
секретные комнаты. Из всего оснащения телеканала и радио сегодня, технического, какой процент это новое и какой процент это то, что вам удалось привезти из Крыма? Я думаю, что где-то 40/60. Я думаю, что 40% это новое, 60% мы привезли. Вот так пока. То есть все-таки мы были такой жирный телеканал в то время, в любом случае. Относительно, у нас собственные LiveView были, то есть мы пользуемся своими LiveView. Когда уже финансирование вроде как пообещали, но оно еще не пришло, да, тогда и Айдер Мождубаев во многих интервью, и вы, конечно, так нелестно отзывались о власти. Но тем не менее, вот 2 года уже финансовой поддержки, на 2018 год это 29 миллионов 740 тысяч гривен. Сколько от государства вы получили за эти 2 года? Мы получили 35 миллионов и 35 миллионов. 2 раза по 30. Один раз 39, другой раз 35 миллионов. Вот таким А в образом. этом году мы пока еще ничего не получили, пока еще не внесена эта поправка. Ну, во всяком случае, на 2018 год тоже предусмотрено. Предусмотрено, мы помощь для посмотрим, АТР. да, должны быть предусмотрены деньги, посмотрим. Вообще до 2021 года, вот так я рассчитываю, потому что мы должны, за счет того, что все-таки мы тоже потихонечку здесь обрастаем связями, рекламодателями в том числе, у нас уже есть рейтинг, мы есть в панели телевизионной. Мы потихонечку сможем, в принципе, на рынке тоже хоть какие-то деньги. Естественно, мы точку безубыточности не пройдем, но за счет того, что все-таки мы смогли уже начать работать с грантодателями, с определенными, то есть мы можем уже, в принципе, какую-то там точку найти. Какую часть покрывает государственное финансирование? Половину. Какой процент? Половину покрывает. Половину, конечно. Если говорить о том, что АТР изменил, в принципе, изменил совсем и сетку вещания, и свое направление, теперь это информационный телеканал, таких каналов в Украине на самом деле немало, их больше 10. Да, АТР стал одним из них. С чем связано такое изменение? Мы это очень сознательно к этому пошли, потому что когда там происходит аннексия, когда там происходит уничтожение нашего народа, мы не можем в это время с утра до вечера показывать сериалы любовные, какие-то еще истории и даже какие-то концерты. То есть поэтому мы, конечно, оставили концерты субботу-воскресенье, но даже вот в это воскресенье, если взять, то есть у нас были какие-то концерты, развлекательные вещи в воскресенье, а в это время происходило парень, который не пересек границу, которого взяли, задержало ФСБ. И он только в 3 часа ночи попал, причем избитый, весь помученный. На админкордоне его забрали ФСБшники. Они уже даже не гнушаются тем, что пересекающий админкордон теряется человек, и матери его ищут потом. И не можем понять вообще, где этот ребенок. Ну хотя бы время можем установить, когда он украинский админкордон проходил. И поэтому мы даже в это воскресенье не можем, потому что такие события происходят. А они требуют именно резонансного освещения всего этого дела. Это дает хоть какую-то возможность этого человека не убить, потому что как только общественность об этом знает, сложнее с этим человеком, все-таки он общественно значимый становится, и за этим уже какой-то общественный контроль устанавливается. А украинские каналы не успевают следить? Украинские каналы не успевают, потому что все-таки Крым, это сложно в коммуникациях и в определенных отношениях, это все-таки не монетизированная история на материке. Ну, это мы так думаем, что мир вращается вокруг нас, на самом деле нет. Люди, их за это осуждать тоже нельзя, они хотят жить своей жизнью, спокойной жизнью, у них своих проблем достаточно, на материке тоже. Поэтому мы не можем тоже все время этих людей упрекать в чем-то, в том, что они что-то нам не делают. Нет, и так достаточно. Достаточно очень. Граждане Украины нам очень сильно помогают. Как в Крыму отреагировали на то, что телеканал АТР изменился? Да, я вижу, во всяком случае, в тех эфирах, которые вот выкладываются на Facebook, что есть звонки из Крыма, очень достаточно острые звонки. Нет ли критики со стороны крымских татар в Крыму, что вот вы меньше, может быть, говорите о наших проблемах, потому что вы же освещаете и общеполитические вопросы, и освещаете их достаточно, конечно, широко. Нет, один из политиков очень удивительный такой ответ задал на вопрос нашего журналиста про какие-то там его действия, или там какое-то финансирование какого-то там Майдана, чего-то там такого вот последних событий. Он сказал, а зачем вам это надо, крымским татарам? Это зачем? Что вы же крымско-татарское телевидение. Зачем вам вопросы, которые связаны с политикой материка? Это какая-то история такая, знаете, вот вы должны заниматься только вот этим. Это вот как это вот другое. Крымские татары интересует все, что творится с Украиной, в том числе и политическая жизнь. Но мы направлены на освобождение Крыма. Вот это вот наша миссия. Мы телеканал, который дает надежду вернуться Крыму в состав Украины. Вот это миссия, которую мы должны сделать. Поэтому нас все интересует, но другое дело, что мы, конечно, препарируем определенные вещи, мы все-таки направляем то, что большей части эфир больше на то, что связано с Крымом. И информационно связано с Крымом. Причем у нас 14 выпусков сейчас «Заман», из них 9 на крымско-татарском языке. Мы делаем сейчас именно новости на крымско-татарском языке. И дальше будем развивать и увеличивать еще до 17 выпусков доведем это тоже количество, потому что важно, что происходит на материке каждую минуту. Человек должен знать, он должен чувствовать, что происходит, и слышать, что говорим мы.
Это очень важно. Люди читают беговую дорожку, которая идет на телеканале. Бабушки На говорят, крымско-татарском. да, бабушки говорят детям: а ну-ка почитай, что сказал Мустафа Джемилев, что там, не деду, там, что не yazıldı. Об этом моя бабушка в свое время говорила. Она говорила, что вагон проходил, они были в ссылке, в депортации, и они отправляли детей: да беги, они не за нами приехали, что нас вернуть в Крым. Вот бегали дети, спрашивали у вот этого вагона вожатых, тогда спрашивали: а вот что там, у проводник, что там? Они: не-не, мы, говорит, стали, и обратно, и бабушки ждали, когда же, чемоданы были сложены, когда мы вернемся в Крым. И я не думал, и даже не гадали мы все, что нам придется пережить то же самое, что пережили наши дедушки и бабушки. Но с ними не было всего мира вместе за них, не было Украины, которая за них тоже сражалась. Вот мы сейчас в лучшем даже положении, чем наши дедушки, поэтому нам грех не вернуться. И такой вопрос по поводу СМИ. Как вы оцениваете крымские СМИ, которые так же, как и вы, вещают на Крым? Черноморка, которая, конечно, много-много лет в Крыму также была в Крыму известна. Например, Крым Реалии, как вы подметили, что создан ресурс как раз после оккупации Крыма, потому что из ваших уст или в вашем Фейсбуке также много нелестных каких-то высказываний в отношении нашего ресурса. Изменилось ли что-то в этом отношении, да, и, собственно, почему? Знаете, есть такое понятие очень интересное в мире сейчас, советую вам тоже почитать, называется синтетическая биология. Вот мы все-таки говорим о том, что из Крыма депортированные СМИ. Это те, которые были там и вещали там. В том числе Притула Володя, он был с нами, и он некоторые вещи освещал глубже и больше, чем мы даже. Самар Валентина. Это те люди, которые до того, как я вообще в Крым приехал, они уже были журналистикой в Крыму, и они уже знали о всех ситуациях, которые, и весь этот политический бомонд, который там был, они знали лично все. Поэтому это мэтры той журналистики, которая есть. Теперь по поводу того, что Крым Реалии мы говорили. Нет, мы влияем друг на друга, в том числе СМИ. Влияем. Те вещи, которые, допустим, мы можем делать вместе, мы должны делать вместе. Но так получилось, что вы здесь находитесь благодаря, потому что есть высшая воля там, Держдепа там, каким-то образом. То есть финансирование у вас совершенно другое. Мы не собираемся развиваться как телеканал, каким-то мега-телеканалом CNN становиться. Нет. Мы заниматься должны тем, что вот достаточно нам для того, чтобы вот развить наш язык, детей наших, чтобы они говорили на крымско-татарском языке, и вернуться в Крым. Вот. У нас нет глобальных задач. А то, что вы делаете, нельзя сравнить тоже ни с чем, потому что вы даете интервью с глобальными лидерами, которые существуют в мире, мировые разные политические какие-то вещи осуждаете и обсуждаете именно на предмете того, что касается крымчан в том числе, крымских татар в том числе. Это здорово. Другое дело, что у вас нет крымских татар столько, сколько должно было быть, как нам казалось бы. У вас нет Открыто для всех, сколько, кто сколько согласится. Вот, поэтому коммуникация в этих вопросах, она должна быть обязательно, обязательно. Вот вы есть в Т2 уже на Крым, а мы нет, нас нет. То есть лично неприязни какой-то? Какой может быть, никакой нет. У нас есть самое важное. Вот я даже всем говорю, ну, крымским татарам в первую очередь, а украинцам тем более. Нам нельзя ничего не шатать в этой стране, пока мы, вот, пусть хрупкий мир будет в этой стране. Нам нужно всем соединиться, вернуть оккупированные территории, а потом опять заниматься чем угодно. Можем выяснять, что сказал, кто-то что-то сказал, кто-то написал, это потом. Сначала вернуть оккупированные территории.